Как руководитель Лиза сильный профессионал своего дела, в идеале знает свою работу, подход к сотрудникам. В общем, только положительные эмоции, только все, все самое лучшее могу сказать о своем руководителе. Как женщина, она довольно-таки серьезная, но в то же время она очень понимающий человек. Вне работы она как друг, как даже можно сказать, как подруга. Даже несмотря на разницу в возрасте, когда мы собираемся, когда мы выходим на обед куда-то, она абсолютно другой человек. С ней можно поговорить на любую тему. В плане, какая она в семейной жизни, я, наверное, не так много скажу, так как я этого не знаю. Я вижу ее только в рабочие моменты. Но, тем не менее, здесь работают ее сын, ее дочь, и я вижу ее отношение к ним. Я вижу то, какой матерью она является, как она мягко, с теплом к ним относится, как она разговаривает. И именно исходя из этого, я уверена в том, что и как мать, и как женщина, как жена, она идеальна. Мало того, что как руководитель, но полный комплект. Хотела быть такой же сильной, независимой, с таким же характером в будущем, вот в ее возрасте. Это большая редкость, чтобы женщина была такой. Первые дни, когда я устроилась на работу, естественно, с моей стороны были ошибки, небольшие, конечно. И вот именно из-за отношения Лизы, из-за того, что она к любой ошибке, к любому случаю относится без агрессии, она как человек действительно, я смело могу сказать, понимающая, поддержит, объяснит, что правильно, что неправильно. И именно за это я ей очень благодарна. За ее доброту, отзывчивость, профессионализм. Лиза Абубакарова – успешная бизнес-леди, общественный деятель, организатор мероприятий, многодетная мать и при этом красивая и обаятельная женщина. Она стоик по натуре, идущая через тернии к звездам, не боится жизненных трудностей и всегда с оптимизмом смотрит в будущее. Я занимаюсь бизнесом, у меня многопрофильная компания. Я начинала работу в самое тяжелое время для республики в 2002 году, когда весь город лежал в руинах. Начинала с очень малого, привозила в сумках медикаменты, сдавала, потом как-то пошло, помещение, лицензия и так далее, и так далее. Конечно, было это очень тяжело, потому что было много непоняток. Республика только поднималась, законы тоже только становились. Но я пошла в ногу со временем. У меня многопрофильная компания, которая занимается поставками медикаментов, продуктов питания на больницы. У меня работает розничная аптека. Я занимаюсь ресторацией. Для меня эта тема очень интересна. У меня работает столовая, потому что здесь рядом есть педагогический университет. Студенты бегают, типа как социальный проект. У меня работает столовая со скидками. А еще у меня работает кафе ресторанного типа «Очаг предков». Это кафе национальной кухни. Каждый человек получает судьбу по силам, и судьба женщины во многом зависит от обстоятельств и испытаний, через которые ей приходится пройти за время своего жизненного пути. Кого-то трудности ломают, а кто-то поднимается и идет дальше. У меня юридическое лицо, частная организация ООО, называется «Дева-62». Я являюсь еще членом Общественной палаты Чеченской Республики. Моя организация является членом Торгово-промышленной палаты, член Ассоциации малого бизнеса. Когда-то я закончила наш Чечено-Ингушский государственный университет. 8 лет преподавала алгебру, геометрию в школах. Потом ушла оттуда, перепрофилировалась, работала главным бухгалтером в одной из больниц. Потом война, уехала в Ингушетию, работала с беженцами, занималась гуманитарной помощью нашим людям.
И вот с 2002 года приехала и занимаюсь здесь бизнесом. Судьба сильных женщин, целеустремленных, успешных, упрямых, смелых – это дар и вызов одновременно. Жизненные трудности закаляют характер и добавляют опыта, знаний, уверенности в себе. Сила, как доспехи, защищает от неурядиц. Однако эти же доспехи могут сделать женщину заложницей такой роли. Я когда была девочкой и была девушкой, я была очень стеснительная. Я когда же даже университет заканчивала, наша куратор говорила: ой, я боюсь вам лишнее слово сказать, а то вы такая хрупкая. Я была очень стеснительная, но жизнь взяла свое, конечно. Жизнь взяла свое. Сейчас я совершенно не та, что была много лет назад. Но опять-таки это мой опыт, это все принадлежит мне. Чеченские женщины, они уникальны в своем роде, умеют совмещать и работу, и семью, и дом, и все проблемы. Все мы помним, как во время военных кампаний, как наши женщины на своих плечах выносили все это бремя. Мужчины не могли ни работать, ни выйти, а женщины ездили, то товары привозили, продавали, продукты, что только не делали. И, конечно, чеченская женщина, мы все понимаем, что на первом плане это семья, и как-то мы умудряемся совмещать, быть хорошей женой, матерью, бабушкой и в то же время вести бизнес. Это, конечно, тяжело, но это очень интересно. И я хочу пожелать всем чеченским женщинам, чтобы они шли вперед, несмотря ни на что. У меня девиз по жизни: дорогу осилит идущий. И все же, какой бы сильной ни была женщина, она нуждается в мужчине рядом, опоре и в защите. Оставаться за мужчиной женщина должна всегда. Что бы она ни делала, что бы она ни начинала, она должна понимать, что она за мужчиной. Если она замужем или если она за братом, тоже она за мужчиной. Да? Но сдаваться нельзя. У меня за эти годы моего бизнеса было очень много падений. Это мои шишки. Каждое падение мне давало урок. Я поднималась. Сдаваться я не советую. Я сама по жизни упорная, может, поэтому. Если у меня что-то не получается, меня это, наоборот, подзадоривает идти дальше и делать это еще лучше и стараться преуспеть. Поэтому я желаю женщинам не сдаваться, но не пытаться, конечно, быть выше мужчин, однозначно. Держаться за своего мужчину – это естественно. Это нам дано Всевышним. Мы же не можем там скакать вперед и говорить: там, мужчины, вы там сидите дома, ничего не делаете, я такая, я пойду, я такая, я сякая, я пойду делать карьеру, а ты… Нет, это не наше, это не наше. Активная жизнь, которую ведет Лиза, не помешала ей исполнить все социальные роли. Она реализовалась и как жена, и как мать, и даже как бабушка. У меня 4 детей, 8 внуков, так что я очень богатая в этом плане. Когда мы испытываем материнство, мы намного моложе, у нас взгляды на жизнь, на детей другие. У нас совсем другие взгляды. А чем становишься старше, когда появляются внуки, ты уже как-то по-другому смотришь и на жизнь, у тебя опыта больше, у тебя знаний больше. Внуки – это просто наркотики. Это наркотики. Это такая красота. Даже когда ты сильно устаешь, а видишь внука или внучку, это такое счастье, и вся усталость снимается. Лиза принимала участие во многих конкурсах и имеет множество наград и благодарственных писем от разных организаций. Она участвовала в региональном проекте «Бизнес-успех», вошла в число победителей и получила статуэтку «Золотой домкрат», а в конкурсе Ассамблеи женщин-руководителей получила кубок «ВИП-персона России». Еще я возглавляю Чеченское региональное отделение Всероссийской ассамблеи женщин-руководителей. Уже лет 6 занимаюсь этим. Каждый год езжу на мероприятия от ассамблеи. Кстати, вот завтра я вылетаю. У нас бизнес-миссия в Минск, в Белоруссию. С России нас едет 16 женщин, с Чечни нас 2 едут. Занимаемся, да, общественной жизнью. В суете неженских профессий важно сохранить свое женское начало, остаться доброй и нежной. Лиза занимается благотворительностью. Ее затрагивает все, что происходит в нашей стране. Несколько раз даже отсылали лекарства нашим ребятам на Украине.
Во время пандемии помогали малоимущим, собирали, отправляли коробки с едой адресно по домам. Просто мы это нигде не фиксируем, потому что у нас как-то не принято говорить о помощи. Мы занимаемся благотворительностью. В общем, дел много. Лиза не собирается останавливаться на достигнутом. У нее в планах много новых проектов. Сейчас, с прошлого года, мы начали заниматься туризмом. И скоро мы будем запускать первый в республике, даже первый в регионе спелеологический маршрут к пещере Шеки-Хех. Там комплекс пещер, и эти пещеры уникальны тем, что там до сих пор продолжается серно-кислотный спелеогенез, то есть идет образование пещер. Они еще молодые, они не сформировавшиеся. В них текут серные воды, в них озера. Очень интересно. И такие пещеры есть только в Италии и в Мексике. В России таких пещер больше нету. Место очень труднодоступное, но мы совместно с Министерством туризма, этот проект входит в нацпроект, мы пошли под гранты, вложили дополнительно свои средства, сейчас занимаемся этим проектом, и скоро мы будем рады принимать туристов на этом объекте. Работаю администратором столовой. Руководитель у нас Лиза Абубакарова. Как человек она добрая, отзывчивая, веселая, хорошая мама, хороший друг, грамотный человек. Много хорошего в ней как в человеке, а как руководитель она требовательная, очень даже требовательная, сама целеустремленная, трудностей не боится и никогда не отказывается от своей цели. К себе тоже очень жестко требует. И от себя в первую очередь, конечно. Для нее нет препятствий никаких. Я еще и шучу с ней, тебе не женщиной надо было быть, а мужчиной. Если она вне работы, она очень женственная, она, как бы сказать, и ранимая, душевный человек. С ней можно на любую тему поговорить, как с человеком. Она с молодыми молодая, со взрослыми взрослая. В общем, душевный человек. Это не для того, чтобы там на камеру там что-то рассказать. Это не все есть. Без недостатков людей, конечно, не бывает. Мы не ангелы, но, в общем, Лиза хороший человек.